Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня мы продолжаем нашу традицию Адвент-календарь Таро. Правда, я немножко отстаю от графика, но, по крайней мере, я точно знаю, что мы дойдем до самого конца. А потом уже будем делать другие расклады по книге аж до 15 января примерно. Вот, поэтому давайте тут смотреть, да. Давайте смотреть. Так, у нас был вот этот расклад. Сейчас давайте вот этот открывать. Итак, читаем, что у нас тут есть. Сейчас схему покажу, потому что вам не видно, да? Вот так он раскладывается. По углам 4, да? Первая, вторая, верхние два угла, потом в серединке. Третья, четвертая, пятая, шестая, нижние два угла, да? Читаем наши вопросы. Как я могу раскрыть свою духовность? На самом деле, не обязательно духовность, здесь имеются в виду любые способности, скорее, способности. Какой духовный дар я ношу в себе? Как это проявлялось в моей повседневной жизни до сих пор? Что я могу сделать, чтобы этот дар процветал? Кто может мне помочь? Чего я могу добиться своим даром? И кому я могу помочь с этим? То есть вот ваш дар, вот тот дар, который вам дан при рождении, мы обсуждаем. И как вы его можете раскрыть, вот тот дар, который в вас есть. Гадать я буду сегодня на Таро черных котов. Такая мистическая колода, тем более, что сегодня праздник Йоль, как вы знаете, да, день зимнего солнцестояния. Сегодня самая темная ночь в году. А еще называется Карачун. Это по славянской традиции. Карачун год провожает. Вот. Его изображали в виде седого большого старика. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, первая карта у вас – это какой дар вы носите в себе, да? Какой у вас дар? Вот, смотрим. Естественно, духовный дар. То есть, допустим, там, исцелять духовно людей, может быть, да, или просвещать, может быть, или молиться, или еще что-то. Итак, давайте украсим камушками. Вот прям влюбилась я вот в эти всякие свои камушки, конечно. Первая позиция вот такая яшма. Вторая позиция, давайте, будет у нас камень туманности эльдорит. И третья позиция, вот такая интересная яшма. Вы такую, наверное, может быть, и не видели. Пишите, видели вы такую или нет. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Ваш дар. Какой у вас дар? Как его раскрыть? Давайте смотреть. Итак, первая позиция. И самая первая карта. Какой дар вы носите в себе? Да? Вот какой у вас дар? Именно духовный дар. Не какой-то вот материальный, да? Какой духовный дар вы носите в себе? И вышла карта аж солнце. Солнце, представляете, насколько все просто чудесно, я бы сказала. Во-первых, солнце, вот говорят, духовный дар. Но все-таки по солнцу человек настоящий артист. Вот является ли артистизм, да, духовным даром? Я считаю, что да. Потому что это настоящий талант, когда ты можешь быть актером, актрисой, артистом любым. Там, певцом, певицей, что на сцене прям выступать. Есть люди, которые поют для себя, да? А есть люди, которые могут выступать на сцене. Или, допустим, играть роли. Или, может быть, еще что-то там, музыку, например, там играть на каких-то инструментах.
Вот у вас есть по Солнцу именно такой дар, дар артиста настоящего. Может быть, вы, не знаю, пародист, например, стендапер или еще кто-нибудь. Я считаю, это тоже духовный дар. То есть это, да, земной талант вроде как, но с другой стороны, это качество такое вот, оно с духовностью связано, потому что, допустим, когда человек поет, у других душа раскрывается. Когда человек там музыку какую-то играет, да, ведь как сыграешь? Иногда музыкой даже вылечить можно. А когда ты стихи читаешь со сцены, играешь роли, это тоже людей исцеляет, лечит. Вот, допустим, люди даже бывает, вот фильмы смотрят, да, с актерами, с актрисами, естественно, и успокаивает нервы фильм. То есть не все же фильмы вас заводят к тому, чтобы вы там спать не могли. Есть фильмы, которые нервы успокаивают, которые добрые фильмы, такие хорошие. Вот я такие фильмы люблю смотреть. Это, ну, например, фильмы по детективам там, Татьяны Устиновой, Дарьи Донцовой. Ну, мне нравятся вот такие фильмы. Очень добрые детективы. Не страшные, без вот нервотрепки какой-то, без ужастиков. Без, ну, может, там есть чуть-чуть боевик, но не до такой степени, что вот как боевик. То есть это фильмы про добрых людей, да, и там немножко преступников. И, соответственно, ну, как какие-то там, знаете, вот такие махинации, там всякие системы, как создают, да, вот как вот, чтобы обмануть других. Но вот это же интересно, люди играют роли. И как можно профессию актера не назвать духовной? Ну, это все равно дар духовности. Да, человек одухотворяется на сцене. И как актер, и как актриса, и как певец там, или, может быть, тот, кто читает стихи и играет музыку. Все, что ты делаешь со сцены, может, ты циркач, может быть, ты стендапер, но это все действует на людей, понимаете? Это все людей раскрывает. Поэтому я бы сказала, что вот Солнце — это в первую очередь, да, человек, ну, какой-то мировой известности должен быть, вот именно. Поэтому я вам так скажу, что значит у вас вот именно такой какой-то духовный дар. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Может быть, у вас этот дар давно-то спит, на самом деле, и вы понятия не имеете, да? Как же его раскрыть, этот дар вообще? Как его раскрыть? Ну вот, кстати, если смотреть все-таки магические способности, то Солнце — это магия огня, свечная магия, все, что с огнем связано, понимаете? Ну и все языческое, вот есть зороастризм даже, да, такая вот, как сказать, работа с энергиями, с огнем. Поэтому человек очень сильный, на самом деле, вот Солнце, это человек очень сильный, мощный, такой огненный человек. И он с этой силой, бывает, не знает, что делать, и становится агрессивный, самолюбивый, эгоистичный. Даже гадкий бывает, может стать такой, знаете, вот очень добивающийся от других, чтобы его уважали, ценили. И все язвительнее может становиться. Это в негативном варианте. А на самом деле в человеке настоящий дар сидит, понимаете? И вот, ну, если магические способности, духовные способности любые, работа с огнем. Как это проявлялось в вашей повседневной жизни до сих пор? Вот проявлялось ли вообще, да? И как проявлялось? Ну, тут у нас прям туз мечей. Туз мечей проявлялось в вашей жизни все равно. Но, видите, вот помните, я говорила, что человек все-таки туз, да? Ну вот он единица такая, он все-таки имеет некий такой горделивый эгоизм, или как это сказать. Ну есть у такого человека гордыня, по тузу мечей однозначно. И вот это Солнце, оно проявлялось в вашей жизни тузом мечей. Вот он стоит такой с горном, гордый, на скале, трубит в трубу, в свою дуду там, да. И, естественно, у вас слишком завышенный уровень гордости, гордыни, может быть, даже. И не только, а еще эгоизма, себялюбие, восхваление себя, да. И как вот меня вот заденут, как меня заденут. То есть у вас в негативном каком-то ключе даже могло проявляться. Но и в позитивном. В позитивном, знаете, в каком смысле?
это воля к победе, воля к тому, чтобы быть первым перед другими. Ну, то есть, когда у человека есть качество Солнца, конечно, он должен быть первым, самым первым среди всех. Он во всех соревнованиях стремится быть первым, занять самое первое место. Если его вот выстроили группу на экзамен, да, он пойдет первый экзамен сдавать. Вот просто, чтобы вот обозначить себя. Я первый, во всем первый. Вот это у вас по тузу мечей проявлялось. Воля к победе, воля к труду, к самодисциплине, желание чего-то достигать. Если люди совершенно пассивные, вы нет. Вы очень активный человек. Ваше солнце, оно горит внутри вас. И оно не может не полыхать, и оно не может не действовать. То есть вы это все солнце превращали в действие. Но иногда вы могли слишком быть агрессивным человеком по тузу мечей, жестким, ругать людей, критиковать людей. А все потому, что вы не знали до конца, как применить ваше солнце. Вы настоящая звезда, вы настоящее солнце, понимаете? Это такой теплый талант. Вот у звезды у нее холодный мерцающий свет, если бы была карта звезда. А солнце это тоже звезда, вы же знаете, это же небесное светило, звезда. Но оно горячее, такое мощное, яркое, к нам ближе всего из звезд. Понимаете, оно нас обогревает. И, соответственно, в жизни людей солнце играет первостепенную роль. И вы, понимаете, вот вы кто-то такой яркий, кто должен играть в жизни людей первостепенную роль. Даже если вы на арену политики выйдете, это тоже артистизм, поверьте мне. Знаете, каким актером надо быть, чтобы выступать на вот этих всех политических выборах, дебаты устраивать? Это надо быть настоящим актером. И не имея актерского таланта, человек не может быть публичным политиком. Понимаете? Он просто стушуется, спрячется, там, в обморок упадет и все. То есть, а вы нет, вы должны где-то сверкать, вы должны всех обогреть. Вы должны, вот чтобы они все в лучах вашей славы. Там. Но у вас это проявилось в любом случае. Вы же знаете, по сути, подсознательно, что вы величина, да, какая-то там большая единица в этом мире. И, соответственно, вы всегда к этому стремились, чтобы вас ценили, уважали. А за что? Проявили ли вы хотя бы какие-то лидерские качества? Может, начальником стали? За что вас должны уважать? Или вы не смогли? Если не смогли, тогда вы топаете ногами, крича, что вас должны уважать, но, к сожалению, не добились еще пока. И значит, надо что сделать? Оценить свой талант, понять, что вы настоящий артист, и идти на сцену, чтобы вас оценили по достоинству-то. Понимаете? Что вы можете сделать, чтобы этот дар процветал? Чтобы у вас процветала магия огня? Что вы можете сделать? 10 кубков. Первое. Вы можете любить свою семью. Не знаю уж почему. Может быть, ваш эгоизм растворяется в вашей семье. А бывает такое. Бывает. А еще объединяться в любые коллективы. 10 кубков – это коллектив, это команда, это все люди, как одна твоя семья большая. И надо не отчитывать кого-то, да, не отчитывать, а именно вот тепло проявить, любовь. Любить кого-то бесконечно, может быть, как бесконечно вечно, как мы своих детей любим. Вот, поэтому, вы знаете, тут, я вам так скажу, 10 кубков, вот что вы можете сделать, чтобы дар процветал, да, чтобы он раскрылся. Вам надо успокоиться, обрести внутреннюю гармонию, проработать свои психологические травмы, которые как раз-таки блокируют полное проявление этого дара. Вам же нужно раскрепоститься на сцене, вам нужно понять, что вы хороши, а не что вы плохи. А вы думаете, что вы плохи, скорее всего. И вот чем больше будете любить, тем больше ваша душа раскрываться будет. А знаете, через что? Вы поймете, что вас принимают где-то. Наконец-то всецело принимают. Понимаете? Всецело принимают. Кто вам может помочь? Ну, все время путаю королей и королев в этой колоде. Сейчас проверю. Вот, ну, я не знаю, почему. Я вот сколько я на ней гадала, я всегда маялась, честно. Вот всегда.
И у меня же 700 с лишним колод Таро. И вот, вы знаете, на этой колоде я гадаю очень давно. Очень давно. Вот уже, несколько лет. И каждый раз я ее беру, а беру я ее не сильно часто. Почему, сами понимаете? Потому что как часто возьмешь, если у тебя столько колод. Вот. И каждый раз я путаюсь. А кто из них кто? Кто из них король, а кто королева? Потому что значки-то непонятные здесь. Кто-то очень сильно, вот когда сочинял колоду, да, переставался с этими значками. Это королева. Кошка сидит на дереве, да. Я специально даже буклет открыла, чтобы проверить. Это королева кубков. Значит, вам может помочь какая-то женщина-кошечка, да. У нее стихия воды. Может быть, женщина со знаком зодиака водным. Рак, рыбы, скорпион. Вот такое может быть. Или мягкий мужчина. Вот, допустим, водного знака. Бывают очень мягкие мужчины. Они на самом деле внутри все равно потом могут быть жесткие. Просто вот бывают мягкие первое время, да. И вот смотрите, какой-то мягкий, приятный человек, эмпат, тоже с экстрасенсорными способностями, созерцатель такой, да. Более такой спокойный человек, чем вы, совершенно другой, вот как будто бы по свойствам. Душевный кто-то вот может научить вас душевности. Любящий может научить вас любви, да. Чаще всего женщина. Для женщины это может быть сестра, подруга. Вот, кстати, вот у меня есть сестра, да, Регина. Все знают мою сестру, кто в Телеграме подписан, ВКонтакте, все знают мою сестру. Она занимается свечами, да, то есть я их заряжаю, там, да, работаем с этими свечами, она на желание делает вам свечи. Вы ее все знаете, кто свечи покупает. Они из чистого воска, очень хорошие. Она так красиво все, это все. Я ей передала оформление, вот это. И вот она, вот у меня сестра есть, она меня учит, каждый раз чему-то учит. Не то, что она мне нотации читает, нет, я на нее просто смотрю. Может, она чему-то учится у меня, естественно. Но вы знаете, вот как бы иногда не обращаешь внимания на кого-то. Может быть, вам стоит просто оглянуться. Может, у вас есть элементарная сестра, подруга, одноклассница, сотрудница по работе. Вы просто не обращали внимания, да, что человек может быть кардинально не похожим на вас. Мне, кстати, сестра на меня не похожа. И, мы разные. И вот у нас еще разница в 10 лет. И понимаете, как сказать, ты же все равно каждый раз вот с кем-то сталкиваешься в жизни, и ты чему-то учишься, да. И вот здесь вот кто вам может помочь? Вот какая-то женщина, может быть, она даже вам известна. Может, она рядом, а вы даже и не думаете о том, что может в чем-то помочь, там что-то раскрыть, что-то посоветовать и так далее. Обратите внимание. Иногда мы не замечаем яркие таланты рядом с нами. Такие же яркие, как мы, только немножко другие. Вот если мы возьмем вы солнце, а она вот лунная была бы, лунный талант, да, такой. Луна, она же освещена солнцем, и от этого сама светится. Интересно, вот. Луна, у нее такая энергетика, совсем такая мистическая, туманная, такая интересная, может, таинственная, всегда с какой-то подоплекой. Конечно, водным знаком Луна всегда покровительствует. Поэтому Солнце и Луна, почему нет? Хорошо. Чего вы можете добиться своим даром? Так, тут у нас, значит, Паж Пентаклей. Судя по этому прекрасному значку, может быть, это Паж Пентаклей. Или это еще кто-нибудь? Да нет, это Паж Пентаклей. Смотрите, вы можете добиться того, что вы станете довольно действительно ярким человеком, приветливым, интересным. Вы как будто бы себя увидите с той стороны, что вы все-таки можете действительно стать артистом, да, и больше как-то даже лояльность к людям проявлять, подчиняться, можно даже сказать. А что, артист приходит, вот он играть свою роль.
ему ведь приходится подчиняться режиссеру, понимаете, там еще каким-то работникам. И получается, что вы как будто бы вот начинаете жонглировать, да, вот на сцене, показывать кому-то свои умения, свои знания. Может, вы сниметесь в рекламе, может, вы сделаете свой YouTube-канал, как у меня. А бывают еще люди полностью лицом снимаются, вы же артист. Вот лицом, может быть, сниматься будете в YouTube-канале в своем, блоге, там, да, из Инстаграмы всякие. Потом участвовать в проектах, телепередачи различные, как «Дом-2», например. Это же телепроект, ты приходишь в телепроект, ты же с улицы идешь. Конечно, многие по связям там проходят, но подаешь заявку на кастинг, кастинг тебе все равно проведут, если, правда, артистичный человек пройдешь. Вот. И различные всякие другие вещи. То есть все равно начинает человек быть более податливым, более приятным, более, таким приветливым с людьми и договаривающимся, да, и жонглировать. То есть даже вот тут, даже не маг огня, да, а именно артист. Как вы можете, кому вы можете с этим все-таки даром, обладая этим даром, да, помочь? Вот каким людям, может быть? Рыцарь мечей. Вы знаете, вы можете помочь тем людям, которые имеют свои амбиции. Вот добившись чего-то в жизни, вы поймете тех, кто тоже хотел бы, такой же человек, как вы, да, тоже хотел бы добиться чего-то же в жизни, иметь свои амбиции. Ты иногда, бывает, имеешь свои амбиции, но ты не знаешь даже сам, есть ли у этого подоплека или нет. Ты просто от природы амбициозен, понимаете? А когда, сталкиваешься с тем, чтобы все-таки, как-то раскрыть в себе те способности, за которые тебя должны оценить, уважать, любить. И, конечно, ты раскрываешь в итоге эти способности, то есть они у тебя правда есть. И ты понимаешь, что да, вот мои амбиции все вроде как удовлетворены, да. И вот есть люди, которым в этом плане нужна помощь. Раскрыть этот талант, раскрыть надо. То есть есть люди, которые нуждаются в таких же, как вы, потому что их не любят, понимаете? Людей, которые сразу чего-то от кого-то требуют, их никто не любит. Их начинают везде шпынять, пинать. И, естественно, вы, скорее всего, с этим сталкивались. А вот вы можете таким помочь людям. Сказать, ты такой весь классный, слушай, давай я тебя посмотрю, там, да, помогу тебе продвинуться или посоветую тебя кому-нибудь. Вот такой по первой позиции ответ. То есть вы и сами можете в жизни все же чего-то куда-то пробиться, на сцену, там, да, реализовать себя. И с другой стороны, можете другим помочь реализовать себя. Итак, наш эльдорит. Интересный такой камень туманности, показывающий космос. Давайте посмотрим, какой у вас есть духовный дар, может быть, какой, да, что у вас там. Тут у нас паж мечей. Паж мечей – это у человека очень мощная, конечно, логика. Так вот схватывает он все на лету, да, любую информацию сразу усваивает, сразу, автоматически, быстро. Паж мечей, конечно, хоть он и воздух, но он обладает довольно приземленными талантами. А вот духовные дары в нем, духовные дары, это дар обучаемости и обучения. Это также дар аскезы, когда человек может держать долгое время аскезу, воздерживаться хоть от чего длительное время. Это очень сильно повышает развитие в человеке духовности, то есть ближе к Богу, все ближе к Богу. Такой человек, по пажу мечей, да, может обладать даром освоить йогу, допустим, йогу или какую-то другую духовную практику от и до, стать настоящим профессионалом, открыть школу и обучать людей.
Но это может быть любая система. Йога, цигун, там, я не знаю, каратэ-до, там, да, разные вот такие есть восточные практики. Потом, значит, там, не знаю, космоэнергетику тот же, да, рейки, тета-хилинг, неважно. То есть любую систему вы можете взять от корки до корки, сами по книге даже изучить, по видео, там, я не знаю. Даже не у учителя у какого-то. Если у учителя, вы вообще схватите очень быстро. Развить в себе это вот стремление, да. То есть, допустим, искусство медитации настолько профессионально, что вы даже, там, не знаю, в астрал выходите, в нирвану впадаете. Вот. И да, потом основать школу, научить людей. То есть это путь пажа мечей, путь до самого верха. А сейчас этот путь только начинается. Но у него уже есть крылья, он может летать. То есть он настолько смотрит на все реалистично, но при этом может быть одухотворенным, что у него поэтому есть крылья. Но он смотрит на все очень строго, он все пытается проверить. И каждый день он задает вопрос, а есть ли Бог? Ведь я могу поставить его под сомнение. И этим паж мечей отличается, конечно. Он скептик, настоящий скептик. Но именно такому скептику Бог всегда чаще всего дает прозрение и чудеса. Представляете? Чтобы скептик убедился, что Бог есть. Как это проявлялось в вашей повседневной жизни до сих пор? Тройка мечей. Я вам так скажу, что в вашей жизни пока что были испытания. Трудные, тяжелые, мучительные испытания. И да, у пажа мечей всегда очень трудная жизнь. Это правда. Обычно это с детства сразу же какие-нибудь беспризорники или родители лупили, или не любили, не кормили, всякие отчимы, мачехи. Ребенок такой с детства недоверчивый, колючий, отвернутый от всех. Все время, знаете, брови только сдвинуты, хмурый. Почему? Потому что он сразу попадает в негативные жизненные условия с детства. Такой паж мечей, к сожалению. Почему так трепет? Почему так трепет? Для закалки трепет. Жизнь, чтобы человек смог все-таки дойти до этой духовности, да? Развить в себе до профессионализма и людей научить, притянуть к себе, чтобы быть хорошим гуру или хорошей гуру. Гуру не становятся же без испытаний. Это такие избранные должны быть, я не знаю, что родился и знал прям, что он такой весь гуру, да, должен быть. Нет, это что тогда надо в прошлых жизнях пройти было? Чтобы такой сразу же родился весь опытный человек. Чаще всего человек рождается, ему нужно пройти испытания, чтобы что-то понять. У вас была очень тяжелая жизнь, очень. Но именно поэтому вы можете освоить любую духовную практику, принять любую аскезу. И только развитие именно в этом плане, конечно, светлый план. Темное по пажу мечей я бы вам не советовала ничего развивать. Да и мы раскрываем здесь вашу духовность. Духовность – это близость к Богу, а не близость к дьяволу, да. Паж мечей мог бы встать на темную сторону, стать очень злым человеком. Я бы сказала, даже гадким. Я бы сказала, даже, может быть, вы и были гадким человеком какое-то время давно. Но прошло время, вы прошли много испытаний, много ревели и переживали. Знаете, что поражает меня на этой тройке мечей? Деталь. Все у нас в этом мире познается в деталях. Этот цветок. Реально, смотрите, какая темная карта. Двое сидят, мучаются, кто-то ушел, хвостик торчит, а они друг к другу спиной, и дождь льет, мечи вокруг валяются. И этот цветок живой, невероятно яркий, желтый, красивый, с оранжевой серединкой. Не знаю, мое мнение, что эта яркая деталь обращает на себя внимание.
Вот как будто бы, да, вот это все проявлялось в вашей жизни повседневной до сих пор испытаниями, но вы всегда замечали эту яркую деталь. Вы чувствовали, что есть что-то еще, вы всегда это ощущали. Вы могли не верить себе, пытаться проверить, но мне кажется, жизнь давала вам уже какие-то чудеса все-таки. Мне кажется, что-то вы уже такое видели, что-то вы уже знаете. Хорошо, что вы можете сделать, чтобы ваш дар процветал? Тройка кубков. Быть более радостным человеком, позволять себе многое. Вот знаете, особенно в плане общения с людьми позволять себе. Как же вы будете притягивать к себе потом людей после развития, да, окончательного, и откроете какую бы то ни было школу, если вы с людьми-то лично не общаетесь? Вам надо больше общаться, связываться по интернету, с людьми знакомиться, лично знакомиться, обрастать связями. Потому что вот вы нелюдим, не доверяете людям. И вот чтобы ваш дар процветал, вам нужно с людьми дружить. А еще не просто дружить, научиться им доверять. Потому что, ну как же ты к ним повернешься потом спиной? Вообще развитый духовный человек, он как ребенок, он наивный, и он доверяет людям. Даже если он видит, что его прямо сейчас отравят, он будет есть. Ну вот Сай-Баба таким был. Его даже вот он пришел в дом, да, Сати Сай-Баба. И знал, что его травят, там, что женщина подсыпала яд, проверить, умрет он или нет. Он съел. Съел, а потом сказал, что, говорит, да, хотели отравить. Вот. Я съел. И вот, знаете, будет до конца и спиной поворачиваться, и вот даже если человек с пистолетом стоит, повернется спиной спокойно или скажет, ну, стреляй, ну, что теперь. То есть настолько наивный человек и настолько простой. Как ребенок. Не будет обращать внимания. Будет как-то это воспринимать не так, как мы, с таким страхом. И чем ближе человек к Богу, тем больше он доверяет людям, даже самым поганым. Дело же не в том, что ты должен всех вывести на чистую воду в этом мире. Вообще не в этом дело. А дело в том, что ты можешь позволить себе иметь такую веру, потому что нам дается только по уровню веры все. Вот имея такую веру, ты можешь позволить себе поверить, то есть когда ты веришь в Бога, ты можешь позволить себе поверить подлому человеку. Ты можешь позволить себе, любые такие вещи, как повернуться спиной, доверить свои там сумки, что угодно. Свою пищу, свою воду. Потому что, это высший уровень святости, да, то есть не выводить на чистую воду кого-то, а научиться не выводить никого никуда, не лезть никому, да, не трогать, а пусть оно само расцветает на удобрении. Так, смотрим дальше. Кто может вам помочь? Раскрыть ваш дар, чтобы он процветал. Кто вам может помочь? И это тройка пентаклей. Вы знаете, тут мастер у нас, изображен мастер. То есть, если бы у вас все-таки был духовный учитель, как вот ты йогой занимаешься, да? Вот где ты научишься йоге? В Индии можно в 5 лет уже получить наставника по йоге. Можно даже в 3, а можно с рождения, да. А здесь, в нашем мире, так скажем, Индия как будто другой мир, это правда. Где ты его так вот просто найдешь? Да еще хорошего, да еще правильного. Наверное, стоит поехать в Индию. Чем бы вы ни занялись, какой духовной практикой, лучше бы все-таки вам, хоть вы и схватываете на лету, не только книгу читать, не только видео смотреть, а еще и найти себе учителя, профессионала в этом деле.
Ну, либо просто тут показан человек, профессионал в каком бы то ни было другом деле, который может наставить вас на путь истинный. А как я стал профессионалом? Вы знаете, каждый из нас становится каким-то работником, да? Кто-то каким-то начальником, каким-то там, не знаю, политиком или какой-то домохозяйкой. Но некоторые из нас становятся настоящими мастерами. И мы не знаем, как они стали. Мы у них не спрашивали. А может быть, стоит спросить? Потому что каждый мастер проходит свой трудный путь, но он об этом никому не докладывает. А ведь вы хотите добиться чего-то в жизни. Может быть, спросить? Чего вы можете добиться своим даром? Рыцарь кубков. Но у вас тут идет почему-то улучшение ситуации личной жизни. Хотя, конечно, духовный дар и личная жизнь, казалось бы, вроде как не связаны, как многим кажется. На самом деле это не так. Мы все обретаем когда-то своих вторых половинок, если мы не постриглись монахи. Особенно буддийские, да. Но многим кажется, что вот если ты заводишь отношения, вроде как ты можешь быть ближе к Богу там, или еще. Наоборот, все ближе и ближе, да, через отношения мы многое познаем. Поэтому, если вы найдете кого-то, вот, кто очень близок вам по духу, кто будет вместе с вами основывать школу, например, для людей, да, школу такой же духовности, кто будет вместе с вами познавать практику или уже умеет, мне кажется, это тоже дорогого стоит. Вы можете добиться своим даром ощущения единства, полнейшего единства с другим человеком, союза. Такого добиться союза, что в полном тандеме можно будет еще много лет пробыть. Это очень хорошо. Кому вы можете помочь с помощью этого дара? Видите, карта смерть. Даже умирающим. Во-первых, да, даже тем, у кого жизнь обломилась, разделилась на до и после, тем, кто трансформации различные проходит, тем, кто переродился, тем, кто возрождается, восстанавливается, реабилитируется после болезни или восстанавливается после развода. Многим страждущим, я бы сказала, или тем, кто переживает кризис в жизни, какой-то перелом. Или даже, может быть, правда, тем, кто чуть ли не при смерти, тогда эта практика связана с исцелением. Многим можете помочь, прям старший аркан смерти, значит, очень многим. Тем, кто действительно по-настоящему испытывал трудности или испытывает большие трудности, или, может быть, большие изменения внутреннего состояния или вообще в жизни. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. А мы идем с вами к позиции номер 3. Ваш дар. Ваш дар. Наша яшма. И первая карта. Какой духовный дар вы носите в себе? 9 жезлов. Ну, тут у нас есть мышь, которая на пенечке ест сыр, а за ней наблюдают коты. Видите, и много котов, да? Какой духовный дар по 9 жезлов вы носите в себе? Вы знаете, чаще всего эта карта, она показывает умение как выстоять, так и настаивать. Да? Это, во-первых, это настоящий дар, когда ты не пасуешь ни перед одной трудностью, то есть ты невероятно сильный человек. И такой человек, он может, несмотря на то, что сам страдает, вытягивать очень многих людей. То есть, по сути, это дар донора, да, человека, целителя. Ну, допустим, представьте, что вы можете лечить руками, что не исключено. Вам выстроится очередь, если это будет эффективно. И вам придется отдать всего себя или всю себя. Это очень сложно. Но это вот 9 жезлов, она очень такая жертвующая собой. И она действительно может исцелять или делиться энергией. Или отстаивать тех, кто попал в беду.
Понимаете? То есть это полнейший альтруист, человеколюб. И у вас есть дар вот этого человеколюба, который может вот, ну, настоящий донор, который может вот в себя всего отдать, раздать, положить, вот на амбразуру кинуть ради других людей. Если вы не чувствуете этого в вас, посмотрите другую позицию. Здесь настоящий герой, вот, правда, настоящий герой. Как это проявлялось в вашей повседневной жизни до сих пор? Звезда. А вы знаете, вы как будто бы кого-то могли исцелять даже речью, голосом, общением, там, не знаю, по переписке, по телефону, с дружбой. Вот хоть чем. Даже вот если вы вдруг по звезде вышли на сцену, такое тоже бывает, или там в блоге, что тоже является, да, на сцену, можно сказать. Я же тоже сейчас, можно сказать, на сцене, да. Вы знаете, мы могли исцелять своей энергетикой просто с этой сцены. И, соответственно, у вас это проявлялось в виде звезды. Значит, вы сияли, значит, вы были надеждой. Для многих людей были надеждой. И, значит, вы эту надежду как-то дарили, может, успокаивали. Может, вы психолог или еще кто-то. Ну вот, как будто успокаивали вы уже других людей. Даже, может, сами по наитию того не подозревая, но вы что-то такое говорили, что люди смягчались. Они заряжались позитивной энергией. Вы им дарили просто себя, но они получали гораздо больше. Они получали Бога. Что вы можете сделать, чтобы этот дар процветал? Здесь у нас король мечей. Именно король. Смотрите, на самом деле это карта дисциплины и карта как бы работы, засучив рукава. Ну, то есть, если вы хотите помогать людям, вы можете действительно встать и помогать. То есть, если вы хотите, чтобы ваш дар процветал и приносил пользу, можете прямо сейчас выйти на улицу, начать помогать или там с кем-то, со всеми разговаривать, там даже по интернету или еще как-то, но вы поможете. То есть вы можете себя буквально кинуть на амбразуру. Вы можете самодисциплинироваться, выбрать для помощи людям время, да. Но в любом случае король мечей — это кто-то очень мощный, энергичный. И, конечно, вы можете что сделать? Ну, как-то вот себя, вот эту вашу энергию собрать, да, потому что ее очень много на самом деле, и применять целенаправленно, вот как раздавать уже по списку, как говорят. То есть на какие-то определенные цели направлять, чтобы действительно это было очень эффективно. Вот еще в этом король мечей. Кто может вам помочь? Шестерка кубков. Человек из прошлого, которого вы знаете. Это может быть хоть кто. Друг, подруга, одноклассник, любимый человек, родственник. Кто-то, с кем вы в прошлом общались и знаете этого человека как облупленного. Также тут человек сидит на чемоданах и вспоминает. Может быть, сейчас этот человек находится на расстоянии от вас. Может быть. А может, как раз собирается к вам приехать. А почему бы и нет? Чего вы можете добиться своим даром? Дьявол. Преодолеть тьму. Выйти из состояния зависимости и вывести из состояния зависимости других. Побороть тьму как в себе, так и в окружающих. Вывести в свет. Вы действительно можете избавлять от болезней, избавлять от трудностей, отмаливать, может быть. Просто помогать добрым словом, и человек выходит из тьмы. Он освобождается от дьявола внутри себя, понимаете? То есть вы действительно можете нести очень мощный импульс для других людей. Вот вы звезда, вы уже путеводная звезда. И это всегда так было, всегда. Вы всегда были для людей путеводной звездой. Возможно, даже этого не замечали. А попробуйте немножечко оглядеться вокруг себя и оглянуться назад. Кому вы можете помогать? Двойка кубков. Но в первую очередь любимым людям. И дальше всем, кому душа лежит помочь. Абсолютно любым возрастам, там, категориям, национальностям, неважно. Хоть кому лежит душа, что вы действительно готовы помогать. Потому что даже вот любой целитель,
он может отказываться. Вы знаете, я тоже когда-то в свое время, мне же было все интересно. И вы знаете, были всегда раньше такие целители всякие, гадалки, экстрасенсы, кто на дому просто у себя принимал. Ну, наверное, даже, может быть, и сейчас еще остались всякие бабушки там, кто на дому принимает. Просто приходишь, сколько дашь там, или такса какая-то есть. Я обошла очень много. Было интересно. Просто интересно найти человека, который может. И было и такое, я видела, что кого-то не принимали. Не хочу я тебя принимать, и все, не буду. Ну вот иди в другое место, ко мне не приходи. Было такое, но не ко мне, конечно, не ко мне обращались, да, а к другим людям из очереди. Там стоишь в очереди. И вот вам помогать нужно только тому, кому у вас душа лежит, кого вы вот внутренне уже любите. Вы же можете многих людей любить. Вы же донор. И кого вы внутренне полюбили сразу, тому помогайте. А кого не полюбили, не надо помогать. Душа не лежит, все равно не поможете. Просто выбирайте. Как говорится, научитесь вот сказать, что нет, и все. Научиться говорить нет, это тоже искусство. Но такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.